Встреча звездных гостей в нашем городе состоялась в 10 часу утра по местному времени. Перед этим хоккейные команды «Комар» и российская пресса ожидал ночной перелет по рейсу Москва-Магнитогорск, трансфер в город Сибай, после трехчасовой отдых в гостиничных номерах, обед и, наконец, знакомство с местными достопримечательностями, рукотворным памятником истории зауральского горнорудного промысла Сибайским карьером, одной из крупнейших в мире по глубине кимберлитовой трубкой. Его масштабы сумели произвести впечатление как на прославленных артистов, так и на видавшую виды элиту российской журналистики. Я, честно говоря, до сих пор суммирую все эти впечатления, потому что я никогда не был на таких карьерах, и вот смотришь, прям, не знаю, непередаваемо. Потому что туда, куда-то вниз, все это до бесконечности идет, и еще люди на этом фоне работают, то есть просто потрясает. Иногда можно говорить о том, что добывается там столько-то миллионов тонн в стране. Вот мы как журналисты говорим, там добывается, а когда понимаешь объемы, как это выглядит воочию, вот эта добыча всего, да, понимаешь, что вот это завершилось, а сейчас еще шахтами добывают, и еще там на 40 лет, как нам сказали, будет добываться в этих местах. Понимаешь, что это, конечно, и страна наша богатая, и люди очень упорные. Потому что вот такое освоить, это колоссально, колоссально. Если честно, знаете, вот мы живем у себя там на равнинной территории, но вот такие, я бы сказал, натюрморты, они заставляют смотреть на жизнь по-другому. И для этого, в том числе, мы сюда ездим, и огромное вам спасибо за это. Уже спустя несколько часов звездным командам предстояло выйти на лед Сибайского ледового дворца «Ирандык» и сойтись в товарищеских матчах с командами местного значения. Организатором хоккейного турнира стала компания «Газпром Трансгаз Уфа». Как было отмечено представителем Сибайского отделения, для того, чтобы сделать такой подарок местным любителям хоккея, достаточно было вовремя проявить инициативу. Инфраструктура города соответствует всем нормативам для проведения подобных мероприятий. На самом деле это уже традиционные встречи, которые стали ежегодными, проводимыми в рамках между командами «Газпром Трансгаз Уфа» и командами российской прессы и «Комар». Но традиционно эти мероприятия принимала либо столица, либо близлежащие районы. В этот раз, почему не Сибай? Сибай – спортивный город, болеет хоккеем. Я думаю, что зрители должны быть довольны от такого проведенного мероприятия. В холле Ледового дворца звездные команды уже поджидала толпа преданных поклонников. Здесь состоялась автограф-сессия и сразу после мастер-класс для самых юных и преданных любителей хоккея. Его вел Андрей Николишин, чемпион мира по хоккею 1993 года. Пока часть приезжих делилась секретами мастерства сибайскими ребятами, другие набирали сил и готовились к выходу на лед. Первый день пребывания в Сибае предусматривал две игры. Российская пресса против сибайской команды «Горняк» и хоккейный клуб «Комар» против сборной предприятия «Газпром Трансгаз Уфа». Гостей нашего города знают как прославленных артистов, музыкантов, корреспондентов и комментаторов центральных телеканалов. Люди совершенно разных профессий, но всех их объединяет одно – любовь к хоккею. Настоящим профессионалам своего дела, привыкшим полагаться только на себя, на льду приходится играть по новым правилам, преследуя командные цели. Хоккейный клуб «Российская пресса» целиком состоит из именитых журналистов. Их ремесло носит идеологический характер. Авторская позиция зачастую просто не позволяет мириться с мнением коллег. Мы попросили рассказать об истории создания первой российской команды журналистов и о том, как удается преодолеть разногласия внутри коллектива. В 2001 году мы случайно достаточно собрались. Тогда, 16 лет назад уже, 15 с лишним, поняли, что очень много журналистов, которые играют в хоккей. А как-то объединяться никогда в жизни такого не было в нашей стране. И мы вот, тогда Женя Кузнецов был такой спортивный комментатор, мы сделали эту команду и стали ездить по стране. Она такая действительно объединяет необъединимых людей, которые зачастую конкуренты из телеканала «Россия» и с радио «Эхо Москвы». И, то есть, у нас, например, знаете, в раздевалке штраф за разговоры о политике 1000 рублей. Это прекратилось моментально, и никаких политических разговоров. Мы здесь такие, что называется, друзья такие хоккейные. И мы объездили очень много мест, как в стране, в которых, наверное, вы никогда и не побывали. Когда бы я приехал в Сибай? Если есть тот президент, бы к вам когда-нибудь направился. Мы приехали для того, чтобы порадовать местных жителей, повстречаться, пообщаться, поиграть в хоккей,
чтобы какой мы можем сделать праздник, сделать для местных жителей. Что мы с удовольствием, видите, у меня улыбка на лице, я доволен. Сергей Крестовский, бас-гитарист рок-группы Ума Турман, научился орудовать шайбой с клюшкой раньше, чем взял в руки музыкальный инструмент. Однако после перелома ключицы в 19 лет был вынужден оставить занятия хоккеем. Приглашение вступить в состав команды «Комар» от первых букв «Команда артистов» позволило ему вернуться к занятию любимым видом спорта. Я 10 лет гастролировал, у нас был рок-н-ролл такой, 10 лет, наверное, на коньки не вставал. А потом надоело уже это все, жизнь веселая. И решил завязать и заняться опять спортом. И где-то в 2000 году я повернул свою жизнь в сторону спорта опять. С 2000-го играю. Хоккейная команда артистов «Комар» образовалась в 2013 году по инициативе звездного продюсера, а после и хоккеиста Александра Морозова. Обе приезжие команды входят в ночную хоккейную лигу, что позволяет именитым актерам и журналистам, минуя плотный график, посещать тренировки в ночное время. Впрочем, высокая занятость не является единственным противопоказанием. Хоккей – контактный вид спорта, в борьбе за шайбу допускаются силовые приемы. По этой причине актерам, которым необходимо беречь свою внешность ради соответствия сценическому и экранному образу, приходится целиком полагаться на экипировку. Ну и вот 3,5 года мы выезжаем по регионам, делаем так, чтобы людям нравился хоккей, показываем, что человеку под силам все. Потому что многие у нас стали на коньки буквально там 2 года назад, кто-то 3 года назад, и они уже играют и довольно-таки уверенно играют. Мы боремся, не жалеем себя. В какой-то части мы, конечно, аккуратно играем, стараемся играть в красивый хоккей, но иногда борьба присутствует. После знакомства с горожанами состоялось торжественное открытие хоккейного турнира. В первый день были сыграны 2 товарищеских матча. В первом московская команда «Российская пресса», проигрывая со счетом 4-1 по итогам первого периода, смогла переломить ход игры и одержать победу над местным клубом «Горняк» со счетом 9-7. В рамках второй состоявшейся встречи «Комар» «Газпром Трансгаз Уфа» гости из Москвы вновь обошли команду местного значения 6-5 по итогам сыгранного матча. В программе сегодняшнего дня также значатся 2 игры, подведение итогов и торжественная церемония закрытия турнира. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.